начале встречи Белла Богатырева затронула тему, о которой в последние дни говорят не только в Ингушетии, но и в Северной Осетии, о намерении якобы переименовать Республику Ингушетия в Республику Алания. В сети интернет была информация о том, что Республику Ингушетия хотят переименовать в Республику Алания. Люди говорят, что это пиар компании. Так ли это? Если да, то чья это инициатива? Юнусбек Евкуров заявил, что руководства республики нет никаких планов по переименованию названия региона. Более того, по его мнению, пользователь соцсети поднял эту тему, а кому это выгодно, решили использовать это в своих политических целях. Аланы, государство Алании, это не одна национальность, как бы кто ни хотел, это сословие, так же как казаки, казачество, это целое сословие, это раз. И государство Алании располагалось на территории нескольких там регионов Северо-Кавказа, большая территория была. И если бы мы даже захотели бы это делать, но я думаю, что с точки зрения уважения к другим народам, которые себя представляют аланами, мы должны бы, конечно, какое-то делать совещание, совещательный орган создать, проконсультироваться, обсудить эти вопросы, как глава республики сегодня заявляю, и парламент, и правительство, и вообще органы власти не планируют переименовать республику. А то, что блогеры или граждане республики, молодой человек или не молодой, неважно, кто-то у себя пишет, это его личное дело. Если это не противоречит закону, пускай продолжает писать, это его личное право, личное дело. Далее глава региона прокомментировал обыски в доме известного в Ингушетии религиозного деятеля Иссы Цычоева, которые проходили в рамках проверки паспортного режима в селе Алиюрт Назрановского района. Юнусбек Евкуров считает, что силовикам надо применять избирательный подход в этом вопросе. По его словам, в результате мероприятий сотрудники силовых структур не нашли в доме богослова запрещенных предметов и оружия. Обычная проверка была паспортного режима, 8 или 10 адресов, которые нужно было проверить. И была информация и по оружию, и по участникам, членам бандподполья и так далее. Если бы не проверили дом Иссы Цычоева, оно могло бы иметь обратный эффект, худший. Сегодня проверили, посмотрели, перед Цычоевым извинились, не нашли ничего. Это показывает то, что те наговоры, которые на него были, они не подтверждаются. То есть он чист перед законом. И даже при тех угрозах, которые есть в его жизни, даже при этих угрозах дома у себя оружие не хранит. Вот и показатель, да, для него тоже. Все равны перед законом. Каков бы ты ни был великий. Но подходы, здесь мы тоже обсуждали и с руководителем органов правопорядка, подходы должны быть, конечно, избирательные. Так любому гражданину должен быть, но таким людям все-таки этот подход должен быть. Не только я Цычоева, любого религиозного деятеля в республике, любого общественника, для оппозиционера даже. Избирательно должны быть подходы. И там, где не стоит применять какие-то меры жесткого характера, лучше этого не делать. И мне кажется, что те, кто больше над этим вопросом наговаривает, защищая Цычоева, если он совершенно делать это умышленно, чтобы еще больше сопоставить эту власть и органы правопорядка и так далее. Но это плановая работа. Еще раз повторяю, что кто бы там ни был, какие бы должности не занимал, у нас и в органах власти такой, и к министру приходят с обыском, и к любому придут. А почему нет? Это закон. В продолжении религиозной темы Заурбек Видзижев поинтересовался ситуацией вокруг муфтията республики. Недавно муфтия призвал наших людей, нашу молодежь прийти в здание суда в городе Магаз и осудить его ликвидацию. Хотя большинство знали, что этот суд перенесли на другое время. Но у меня какой вопрос. Организаторы данной акции, что они хотели добиться в конечном итоге, и почему они не сказали людям правду о том, что его перенесли? Зачем они все-таки собрали людей? Все, что сказал Иса Хаджи Хамхоев, это его личное мнение. И люди, кому это нужно, сами сделают выводы. Я не хочу это комментировать. Одно скажу. Все, что связано с законом, будет реализовано независимо от разных заявлений. В том числе, если будут попытки дестабилизировать обстановку в той или иной плоскости, отметил Юнусбек Евкуров. Закон для всех одинаков. И хочет Хамхоев, не хочет, этого еще раз заявляю. Решение будет. Какую сторону это решение будет, это другой вопрос. Это раз. Второе, прикрываясь, это есть как раз та тема, прикрываясь якобы традиционным исламом,
пытаться решать свои вопросы, свои интересы защищать. Не более того. Конечно, важно понимать всем для нас, что я не хочу сегодня делать там заявление по поводу муфтията или муфтия. Я просто прошу людей самих понять. Если для жителей республики сегодняшний день не показатель моей работы, то я не знаю, там, как показать и как доказать вам. Я помню, и был я во всех, и сейчас во всех мероприятиях ритуальных, религиозных бываю. Я помню, как мы 8 лет назад об этом говорили, как сейчас говорим. Поэтому тем, кто идет на поводу, не только у Хамхоева или у других там священнослужителей, задумайтесь над этим. Я вижу там некоторых тех товарищей, у которых свои шкурные интересы и по хаджу, и по другим делам. Не надо думать, что вот люди дураки, они этого не видят. Но адулыш санте, камон золом ди мгарт, млел дишан. И здесь даже вопрос не в том, что перенесли, не перенесли. Это решение суда, я там не вмешиваюсь. Вопрос только в другом стоит. Есть общественная организация. Вы ее регистрировали через Министерство юстиции Российской Федерации. В этой общественной, как и любой, есть права и обязанности. Просто выполнять свои обязанности и все. Также Юнусбек Евкуров ответил на вопрос о якобы переносе 23 февраля как скорбной даты ингушского народа на другую дату, так как она совпадает с Днем защитника Отечества. По мнению главы региона, 23 февраля должны вспоминать жертв депортации, но и не забывать о защитниках Отечества. Руководство республики уделяет большое внимание истории народа. Олицетворением этого служит мемориал памяти и славы в Назране, где запечатлены как трагические события, так и славные страницы. Помните, башня стояла, да, великолепный памятник, заросшая бурьяном, нехоженные тропы. Кто туда ходил вообще? Это как раз те рычаги, когда пытаются влиять на власть. Это при том, что мы, сегодняшней власти, там сделали, увековечили в памяти этот день депортации нашего народа. Не только башня, которая там стояла, паровозом. То есть увековечили. Если бы я хотел, чтобы люди забыли этот день, разве мы ставили бы этот паровоз? Разве мы так подняли бы высоко эту дату? И 23 февраля я как ингуш, как военный, и как ингуш в том числе, я буду вспоминать и трагедию своего народа, и буду вспоминать и наших великих героев, защитников Отечества. Почему нет? А кто за меня их вспомнит? Но в этот день я, пока у власти, я не запрещаю и никогда не буду запрещать, сам буду возглавлять, как и сейчас я это делаю. Траурные митинги, Сагдал, Молдиш, все, что нужно делать по нашим предкам, которые пострадали, которые не вернули долги, что мы долга дубов. И в этот день я лично сам буду вспоминать, чествовать наших защитников Отечества. Я так думаю. Это мое личное мнение. В завершении встречи глава Ингушетии попросил молодежь принять активное участие в праздновании 25-летия образования республики, в рамках которого запланированы масштабные мероприятия не только в регионе, но и за его пределами. Хава Султыгова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24.